Мне всего было 37-38 лет. Поэтому все думали, что я молодая, что я не смогу всю эту работу как бы проделать, что я не смогу ничего сделать. Что... Ну, они думали, что я с этим не справлюсь. Но потом этот стереотип у них сломался, так как они видели всю работу, что с моей стороны было проделано, и как-то отнеслись к этому уже с доверием, и с пониманием, и с уважением. И по сей день я это чувствую. Все приходили в Айлкмату, все со своими проблемами. И я старалась этими проблемами, их проблемы решить по мере возможности нашей. Они относились ко мне как к главе, а не как к женщине. Вот за это я, конечно, своим населением, своим жителям очень благодарна. В нашей должности нет мужской и женский род. Мы все главы, и к этому мы должны уже привыкнуть. Поэтому я с первого дня к этому уже отнеслась психологически, уже подготовилась, что никакие трудности я не должна бояться, никакие сложности, потому что, как говорится, глава — это как отец и мама для своих жителей. Женщины, они более, эти проблемы, может быть, я не в обиду мужским полом, да, мужчинам скажу, что женщины, они как матери, как хозяйки, да, они как на должности, например, на должности главы, да, я как, например, хозяйка, это уже дом как бы больше, да, я уже смотрю, где проблема, где надо устранить первоначально, где можно подождать. Женщине я бы рекомендовала тоже, есть очень много такие курсы, да, которые можно для себя пройти, чтобы в дальнейшем, может, они где-то бы хотели бы работать, и это бы им бы не помешало, уже у них есть образование. Я вообще за образование, то, что люди получали полноценное образование, не только среднее общеобразовательное, но и среднеспециальное и высшее.